Добрый день, дорогие слушатели, читатели Национальной библиотеки Чувашии. Мы продолжаем цикл открытых публичных лекций «Искусство сквозь призму истории» в рамках арт-класса «Простой язык искусства». Сегодняшняя тема сегодняшней онлайн-оффлайн лекции – это композитор Геннадий Воробьев, феномен 30-х годов из цикла «Чувашская музыка в XX веке». Лекцию прочтет ученый-музыковед, главный научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктор искусствоведения, профессор, академик Международной академии наук и педагогического образования, заслуженный деятель искусств России и Чувашии, лауреат премии имени Михаила Сейспеля, лауреат Государственной премии Чувашской Республики Михаил Григорьевич Кондратьев. Добрый день, Михаил Григорьевич. Добрый день. Михаил Григорьевич является автором многих исследований по истории и развитию чувашского национального музыкального искусства. И среди его научных трудов особое место, значимое место занимают трилогия такой вот замечательной, знаменитой библиографической серии «Замечательные люди Чувашии». Это прежде всего... Вот композитор Воробьева стоит. Да, это я потом, попозже. Михаил Кондратьев «Гора золотая», Федор Павлов и его «Время». Степан Максимов, музыкант-просветитель. Книга вышла переизданы. Вот они, такие обложки. И, конечно же, в этой серии вышла замечательная еще монография, это композитора Воробьева. Хочется отметить еще одну монографию, это Кондратьева и Андрейко, Максим Михайлов, настоящий русский бас. В данной трилогии, монографиях вырисовывается масштабность фигур, широта фигур наших замечательных деятелей музыкального искусства. Это Федора Павлова, Степана Максимова, отца и сына, композитора, это отец и сын Василий и Геннадий Воробьев. По решению ученого совета Чувашского государственного института гуманитарных наук вышли из печати 5 томов, 5 выпусков. Это собрание сочинений Геннадия Воробьева. Первый выпуск «Вокальная музыка. Сочинения», поэма «Сонаты для скрипки и фортепиано». Третий выпуск – это «Симфония», предложение для фортепиано, сочинения, пьесы для фортепиано, сочинения и сонатина для фортепиано. И пятый том – это «Вокальная музыка» и сочинения. Тема сегодняшней лекции «Геннадий Воробьев. Феномен 30-х годов» является продолжением двух предыдущих лекций Михаила Григорьевича в цикла «Чувашская музыка в XX веке». Я уже, как говорила, данная лекция будет транслироваться на канале YouTube Национальной библиотеки Чувашии. И с превеликим удовольствием предоставляю слово нашему метру, многоуважаемому ученому, публицисту, доктору искусствоведения Михаилу Григорьевичу Кондратьеву. Михаил Григорьевич, вам слово. Спасибо. Для начала, чтобы несколько так погрузиться в атмосферу нашего предмета, я хочу включить запись на втором кадре. Пожалуйста, одна из его обработок чувашской народной песни. Love
Ну вот мы вернемся к этой песне чуть позже, вспомним мы о ней. А сейчас хочу начать разговор о 30-х годах XX века. В Чувашии это время быстрого развития новых для республики, для народа, новых явлений художественной культуры, театральное искусство, музыкальное искусство, профессиональное композиторское, изобразительное искусство. Все это начинает двигаться. И это происходит не только в Чувашии, а на фоне вообще необыкновенных явлений во всем мире в музыке. Появляются новые творческие направления. Ну, если ограничиться только советским опытом, здесь царствуют великие выдающиеся личности. Ну, только что вернулся из эмиграции Сергей Прокофьев, возглавляет Московскую композиторскую школу симфонист Николай Мясковский, и начинают расцветать таланты более молодых Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Кабалевского, Арама Хачатуряна, и можно дальше продолжать, но это самые великие имена, которые известны всему миру. А в Чувашии, в семье Василия Петровича Воробьева, вы должны знать, что Василий Петрович Воробьев – это учитель музыки, регент Успенского собора до советского времени. 31 июля 1918 года родился младший сын. Его окрестили 5 августа в Успенской церкви, где служил Василий Петрович Воробьев. Это третий ребенок в семье. И он был окрещен Геннадием, согласно метрической книге. Она сохранилась, запись эта, в честь святого Геннадия. Ну, сразу скажу, что во всех справочниках, во всех библиотеках, во всех, и даже вот по радио иногда у нас бывает передача о Воробьеве, о том, о сыне, об отце. Дата рождения указывается 13 августа, то есть 13 дней от 31 июля добавляют, считая, что это вот по старому стилю записали, а по новому стилю он 13 августа. Так вот, это неверно, потому что как раз с февраля 18 года советская власть постановила вести все метрические записи по новому стилю с февраля, а он рождается 31 июля. Короче, вот эта дата надо знать. Реальная дата по новому стилю 31 июля 2018 года. Так записано в метрической книге по новому стилю. Вот это вам дополнительная информация, с чем вы еще встретитесь. Это не только Воробьева касается, многих. Значит, касалось тех, кто рождался в то время, передвижка старого нового стиля. Вот мальчик был непростой. Вот я сейчас фотографию. Вот смотрите, одна из самых ранних фотографий. Это семья Воробьевых. Здесь, значит, он в первом ряду, с правого края, самый маленький мальчик. Рядом с ним старший брат Виталий, дальше старшая сестра Зоя, и на руках младшая Августа Васильевна Воробьева, с которой мне еще довелось общаться много. Вот все 4 детей. У них был 5-й ребенок, он умер в младенчестве. Сам Василий Петрович стоит справа, и супруга его рядом. Вот это семейная фотография, либо в деревне Алдиарова, где они жили, либо это во дворе дома, который личный дом был, частный дом Воробьевых, он стоял на месте, где сейчас дом МОД. Все это уничтожено, новые дома там, застройка. Если посмотреть дальше, вот смотрите, одна из детских фотографий 29-го года, то есть ему 11 лет. Мальчишка непростой был. Вот в этих детских фотографиях видны
Вот театральная постановочность такая, антуража. Смотрите, он обнимает свою старшую сестру во дворе, зонтиком накрылись, очки отцовские на нос напялил, какие-то шляпы они одели. Она его слушается, а он, видимо, активно что-то организует. Вот. В солнечный день светит, но зонтиком они накрылись. Вот. Вот таких фотографий тоже несколько, но есть другая фотография, тоже этого же возраста примерно. Смотрите, во взгляде какая-то задумчивость. Уже тут никаких костюмов и антуража нет. Скорее всего, для вот этого возраста нетипичное такое проникновение взглядом, может быть, в будущее свое, предчувствие своего предназначения на этой земле. В таком возрасте, конечно, это редко. Вот его музыкальная одаренность, там годов с 5 замечалась, как вспоминают. Он подходил к фортепиано, у отца было пианино дома, значит, пытался что-то играть. И вот в это время отец, видимо, немножко ему помогал, объяснял, что такое, значит, музыка, что такое пианино, что такое клавиатура и что такое чувашская музыка. Вот смотрите, сохранилась в архиве вот такая рукопись, такой детским почерком. Обратите внимание, коряво там чувашская песня, чувашская мелодия написана. Вот если бы было пианино, я бы тут немножечко поиграл. Смотрите, все на черных клавишах, все с бемолями. Музыканты хорошо можете разглядеть. Почему 6 бемолей? А потому что отец ему сказал, что народная песня чувашская на пентатонике. А пентатоника вот на черных клавишах сыграешь, у него так и получилось. Это в 8-летнем возрасте написано, точная дата там отмечена, значит, в его рукописи. Мелодия в правой руке, ну, не сказать, что это народная песня, но откровенная пентатоничность. Правая рука – это остинато такое, тоже на черных клавишах. Слушаешь, там никакой вот этой классической гармонии, ни тоники, ни доминанты, ничего этого даже в помине нет. Ну, устойчивость тоническая, конечно, есть, ми бемоль минор. И вот на этих черных клавишах какие-то необыкновенные сочетания, даже диссонантные. Но они очень красиво звучат, потому что пентатоника сама очень мягкая такая ладовая система. И вот его первый опыт, записанный своей детской рукой, как раз и говорит, что вот он погрузился туда, искал именно это. Вот я включил эту рукопись в сборник вокальной музыки его, где из ранних рукописей. Эту пьесочку можно играть где-нибудь в 1-2 классе музыкальной школы. Вполне. Не хуже других там детских сочинений, простейших вот бывает. Вот. А его сестра, старшая сестра, вот которая на фотографии была, они вдвоем сидели, рассказывает, я с ней тоже встречался в свое время. Когда Гене было не более 10 лет, вот в этом возрасте, к нам домой пришли Павлов и Максимов, то есть вот Федор Павлович Павлов и Степан Максимович Максимов. Павлов – это знаменитый в то время драматург и музыкант, Максимов – директор музыкальной школы, потом директор музыкального училища он станет. Похоже, Зоя Васильевна вспоминает, они не верили, что у Гены такой тонкий абсолютный слух. Например, он ставил на патефон пластинку и тут же играл музыку вместе с пластинкой. Ну, хороший слух у мальчика был, и пальчиками уже владел. Гости сели за пианино, а Гену отправили в папин кабинет. Давали ему определять на слух сложные аккорды. Он же отгадывал. Они были удивлены. Помню, как вначале переглядывались. Потом они долго сидели и говорили с папой. Вот его определили в музыкальную школу, естественно. А вот несколько лет он учился в музыкальной школе. Тогда же туда поступил и Виктор Ходяшев.
Они с ним вместе учились. Ходяшев, значит, на скрипке, а Гена Воробьев как пианист. У хорошего педагога, значит, оба они занимались у хороших педагогов. Вот. И потом они подружились, и не случайно потом Виктор Александрович Ходяшев написал книжку, вот если покажете на экран, значит, книжку, которая была посвящена его другу, Геннадий Воробьев называется. В год 60-летия Геннадия Воробьева он, значит, Ходяшев выпустил такую небольшую книжку. Это было первое жизнеописание этого замечательного композитора. А в 30-м году, когда, значит, Гене 12 лет, он переведен из школы в Чувашский музыкальный техникум. Открылся в 29-м году техникум, и его уже перевели туда, в музыкальное училище. Конечно, он был младше всех студентов. Вот. Был веселый мальчик, дружелюбный, артистичный, как я уже вам сказал. Он, конечно, располагал к себе сокурсников. И вот фотография 1934 года, это центральная часть, где в самом центре как раз Геннадий. Его обнимают девочки рядом, старшие, они покровительствовали ему. Это, кстати, Ольга Кузьмина, с левой стороны, если смотреть. Слева пианистка Горланова и дальше тоже пианистка Лидия Листова. В свое время Листова и Кузьмина, Дуняк, потом она была, преподавали в музыкальном училище. Вот. А впереди мы видим там Филипп Лукин, Лесков, тогда директор техникума в 1934 году уже был. Значит, кто там еще? Ну и остальные педагоги. Сейчас не будем разбирать. Все знакомые лица. И огромная масса студентов. Это общая такая фотография, где не меньше сотни персонажей. А словесный портрет этого времени Геннадия Воробьева составил и наш знаменитый писатель Леонид Агаков. Вот он написал так в статье. «Я с детства знал Геннадия, плотно сложенного, шустрого мальчика с почти белой шевелюрой. Мне приходилось видеть, как упорно занимался он игрой на фортепиано у себя дома, слышать его успешные выступления на ученических концертах в музыкальном техникуме и по местному радио, которое тогда только начинало развиваться. Вот такой мальчик был, на которого уже и будущий писатель, артисты, кстати, также был музыкально-театральный техникум, они все вместе учились. Вот. Геннадий вот такой способный, шустрый, наблюдательный, остроумный, умел за фортепиано, он же учился как пианист, позабавиться. Например, как вспоминают, Гена ловил слухом звуковую конфигурацию гудка автомобиля, на улицах он слышал, и веселил друзей, изображая на рояле пьесу под названием «Автогуш-трест». Играл там что-то такое, изображая. На старших курсах техникума он уже записывал звучание окружающего мира на нотную бумагу. Сохранилось несколько подобных зарисовок с натурой. Ну, есть запись звона колокольчиков в тройке, пение птиц. Вот тут я вам дам пение петухов. Это пьеса уже с этими темами. Петухи. Это наш петух, а в другом месте это там откликается. Буквально. Сейчас будут и куры, и цыплята потом будут. Цыплятки.
Нет, это переложение. Это вообще фортепианная пьеса. Он играл. По газетной статье, тогда же, в 30-е годы, значит, писали, что играют. Был Тамлер, скрипач в музыкальном училище. И играли в музыкальном технике. Ну, запись современная, конечно. Где-то ноты эти есть. Да. Ну, сейчас я подробности эти не рассказываю, но вот эти записи его детские, значит, это наш петух, а это где-то откликается соседский. Буквально из этого построилась пьеса, которой восхищались не только чебоксары, может быть, даже и не знали, как к этому отнестись, потому что, опять-таки, гармонии нет, ничего там нет, а музыка какая-то очень интересная получается. Кабалевский отмечал это, вот когда, значит, на концертах студентов что-то звучало, значит, есть статья Кабалевского об издании вот этого цикла Геннадия Воробьева. На эту пьесу обращали внимание, потому что это было неординарно, это было необыкновенно музыкально и очень ярко изобразительно, конечно, это надо было уметь. У него это очень хорошо получалось. Ну, я бы, если бы был пианино, вам маленькая пьеска есть у него из его музыкального дневника «В лесу» называется. Там буквально созвучие такое нажимается, и потом ку-ку, ку-ку, вот большая терция. Еще двигается гармония, опять ку-ку. И, наконец, там тоника наступает, до мажор. Ку-ку, последний раз. Ему достаточно было услышать эту птичку, чтобы из этого сделать музыку. Вот. Это, конечно, не самое выдающееся, что он сделал, но это у него получалось. И вот дарование его как пианиста было отмечено на страницах журнала «Советская музыка» в 1934 году, когда приезжал впервые в Чебоксары в дни празднования 5-летия музыкального техникума, 5 лет, значит, он с 29 года, в 1934 году музыковед из Москвы Александр Борисович Лившиц. Он написал в журнале «Советская музыка». Хорошее впечатление произвел класс Люблина, фортепиано, педагога его. Видна большая творческая работа. Например, ученик Воробьев, 16 лет от роду, пианист и композитор, показал прекрасные пианистические данные и большое музыкальное чутье. Вот он с Люблиным на уроке за роялем. А Люблин – это педагог, выпускник Московской консерватории, который оставил вот такой хороший след у нас в 30-е годы. Дальше, если проследить немножко его биографию, важный тоже, я считаю, момент, на 2-м или 3-м курсе, как рассказывали современники, его сокурсники, у Гены случился первый любовный роман. Оказался ему неудачным. Вот эта девочка, Вера Львова была, учились они вместе, на инструкторском отделении, ну, дирижер-хоровик, как сейчас называется. Она была, значит, дирижером, но эта интересная, симпатичная девушка не оценила этого поклонника. Может, маленьким он ей казался, слишком молодой, возможно. И друзья сочувствовали ему, потому что он не скрывал своих чувств, а Петр Филиппович Филиппов, наш известный музыкант, виолончелист, с ним дружил. Говорит так: мы ходили с Геннадием на Волгу, в сквере рвали с клумбы цветы, и он бросал Вере в форточку. Она жила на 1-м этаже. Но взаимностью она не отвечала. Гена переживал. Мальчик был непростой. Плакал, делился со мной. А потом она уехала в Калининград, была замужем за вокалистом Леонидом Андреевым. Потом они развелись, и дальше никто не знает ее судьбу. А Гена, вот такой сильно обиженный, огорченный, остался. Но на творчество, это отдельный разговор, все это, конечно, повлияло, потому что
пробуждало его эмоциональный настрой. И это отражалось, сочеталось с другими событиями, о которых я вам расскажу. Вот так он взрослел. И важно еще вот что, чтобы понимать особенность Геннадия Воробьева на фоне других наших музыкантов и на фоне, может быть, вот той советской музыки, где он влился, можно сказать, в такие профессиональные ряды. Он строит свои первые композиции, как вы обратили внимание, на принципах инструментального музицирования, а не песни. Хотя, конечно, народную песню он интересовался, и вот у него сочинение, там мелодия чувашская, и просто пьесы назывались «Песня», но это не было фольклором. А это было инструментальной музыкой, и поэтому его первые сочинения в основном для фортепиано, и первые более крупные – это поэма для скрипки и фортепиано. Есть звукозапись, но я пользуюсь, просто экономлю время, думаю, что вы можете найти и послушать. Кроме того, Кривоносов, который начал учить его в композиции музыкальной, значит, велел ему сочинить детские пьесы для фортепиано, целый цикл. Вот это потом получилось детской сюитой. Она издана несколько раз, в том числе вот в этом собрании сочинений его. Пьесы расположены по принципу контраста, немножко сравнивают с детским альбомом Чайковского, конечно, но там никаких, значит, подражаний нет. Это, значит, совершенно самостоятельное сочинение будущего чувашского композитора. Вот аудио номер 3, жалобу, пожалуйста. Это из детской сюиты «Жалоба». Прекратим. Вот такие, там всего 5 пьес в этом цикле. Все я вам не хочу, так сказать, время экономлю. Но вот там песня есть, колыбельная, значит, жалоба, которую мы послушали, и вот озорная шутка. И еще тоже динамичная, веселая игра в прятки. Давайте мы ее послушаем. 4-й номер.
вот обратите внимание на изобретательность его. Значит, опять-таки нет просто песни, допустим, взял бы мелодию и украсил ее. Он выстраивает вот целую, можно сказать, историю, игра в прятки из нескольких эпизодов. Тут и таинственная и игра, и шутка, и что-то там немножко страшное. Ну, кто-то спрятался. То есть можно фантазировать вокруг этого. И музыкально это очень разнообразно и богато тематически. В жалобе тоже как будто бы песенность, но своя. Но чувашская. Вот слышно в этой интонации. Вот та самая пентатоника, о которой мы часто вспоминаем, она у него, так сказать, в глубине души. Ну, не случайно, потому что Кривоносов ему поручал делать и обработки народных песен. Я их впервые включил в издание, потому что его ученические вот эти обработки ранние, вот здесь они есть, 4, в начале прямо, они, можно сказать, довольно простоватые еще. Он не умел выстраивать, как сказать, на равных с народной песней. Он украшал просто народную песню, какую нашел в сборниках, в источниках. Вот. Но вот первые опыты у него обработок народных песен были уже в музыкальном техникуме. Но, тем не менее, это не было главным. Ну, прежде чем он поехал в Москву, вернемся, пока не будем раньше, я еще обязательно должен вам рассказать об опыте жизни, который он, урок жизни получил в 1935 году, когда должен был сдать государственные экзамены. До этого что случилось? Вот это надо узнать, продумать и понять дальнейшее его развитие. Здесь надо оттолкнуться от того, что 1 декабря 1934 года, вот конец года 1934, а он на последнем курсе учится, в Ленинграде произошло убийство Сергея Мироновича Кирова, как вы знаете, взрослые люди знают историю. Это положило начало политическим репрессиям по всей стране советской. Причем большая волна поднялась, и кульминация была потом, в 1937-1938 году. Местные партийные работники и политическое руководство в Чувашии и наркопрос с болезненной подозрительностью смотрели на нашу литературную молодежь и на творческий дух студентов, музыкантов, театралов нашего техникума. Почему? Потому что работники искусства всегда немного вольно рассуждают, и было постановление, значит, обкома партии о работе с творческой молодежью. Значит, вот именно в этот момент надо было, так сказать, контролировать ситуацию. И вот на свою беду именно в этот момент 4 старшекурсника музыкального техникума, музыкально-театрального техникума, проявили любознательность, ну, для своего возраста известная, естественная. Они несколько раз собирались в свободное время, чтобы обсуждать интересующие их вопросы о смысле жизни, читали, чтобы вы подумали, «Капитал» Маркса, «Капитал» Карла Маркса. В их числе потом назвали фамилии. Это был Годунов, виолончелист, Шарданов, духовик, волторнист, кажется, и скрипач Гена Сергеев. А самый молодой, юный и самый активный участник был 4-й, Геннадий Воробьев, пианист, композитор. Его потом назовут организатором этого кружка. Об этом пока только завуч узнал, Люблин узнал, пришел к ним и сказал, что, значит, он понимает любознательность, интерес студентов и поддерживает их, но чтобы, вот тут нехороший оттенок идеологический, как будто бы они тайно собираются, давайте назовем эти занятия кружок по изучению марксизма-ленинизма, буквально так. И дело бы этим закончилось, наверное, но тут случилась беда. Вот этот самый Годунов, виолончелист, вместе со студентом-театралом, Захаров какой-то был, да, они совершили преступление.
Оно не имело отношения к дискуссиям, к музыке или там, к политике, но получило огласку, потому что в газете советской «Красная Чувашия» тогда называлась, значит, появилась информация. Днем 28 апреля, вот скоро экзамены, а 28 апреля грабители Годунов и Захаров зашли в хлебный магазин «Чепторгин» и, пользуясь отсутствием покупателей, нанесли гирями 12 ранений в голову завмагазином Николаевой. Грабители забрали деньги и пытались скрыться, но их задержали. Началось следствие. И вот тут всплыл разговор, что этот Годунов участвует в каком-то там кружке. Назвали философский кружок. Их немедленно арестовали, всех 4. Это было понятно, что все очень обеспокоились, тут по всей стране идут аресты и следствия. Тут проявили усердие наши органы и дали указание устроить показательный процесс. Сейчас вы не знаете, но я всю подшивку 1935 года читаю, «Красной Чувашии». Он, значит, и там 11 раз пишется, что это за процесс, и тут что-то происходит в Чебоксарах. Годунов был психически больным человеком, как рассказывают, но об этом в газете не пишут. Он вел себя неадекватно, но суд был сориентирован на то, что серьезное, дело серьезное, и нужно тут внимательно рассмотреться. Назвали это симуляцией, и его приговорили к расстрелу. Об этом газета сообщила, что приговор приведен в исполнение. В июле месяце это было. Директор техникума тогда, Лесков, был осужден на 10 лет. Представляете, только за то, что не проявил бдительность. Ну, и потом ему скостили срок до 3, а потом он стал директором Дома народного творчества. Ну, Лесков так легко отделался. Во что бы то ни стало, надо было обвинить всех. И вот в документах пишут, в феврале 1935 года в Мустехникуме создается нелегальный кружок, куда входят Годунов, Сергеев, Шарданов, Воробьев. В кружке был выработан свой устав, чего не было, конечно, но теперь газеты так пишут. Программа антисоветского направления, это «Красная Чувашия». Общественный обвинитель на суде говорит, классовый враг в Мустехникуме нашел для себя уютное место. Там служили и учились до 6 бывших попов и их сынков, столько же кулаков и так далее. Обратите внимание, сынки попов. А кто такой Геннадий Воробьев? Он сын регента, бывшего церковнослужителя Воробьева. И Василий Петрович вынужден был моментально подать заявление об уходе из техникума. Он себя в жертву принес, лишь бы, значит, сына спасти. И он, значит, добился встречи с начальником управления НКВД по Чувашии Павлом Суворовским, получил разрешение передать в камеру, значит, к арестованному сыну подушку и одеяло, там даже этого не было. И через некоторое время мальчика выпустили, 16-летнего выпустили. Ну, а остальных, значит, дали разные сроки. Ну, а Годунова, я уже сказал, расстреляли. Вот, 10 или 12 дней Геннадий побыл в камере предварительного заключения под страшной угрозой. И вот это, конечно, было моральной травмой на всю жизнь. Он не так долго прожил, еще ему 5 лет жизни оставалось. Вот, но этот опыт, конечно, не прошел даром. Мальчик-то очень не просто талантливый, а воспитан на гармониях классического, современного искусства, значит, знает литературу, знает, значит, музыку, все. И готовится к государственным экзаменам. Он на государственный экзамен готовил сюиту, значит, так называлась симфония, первая часть сюиты на тему, для симфонического оркестра «Атте Пахчи», на тему, значит, этой песни «Отцовский сад».
Но другие части сюиты он так и не написал. И мне кажется, очень понятно, потому что вот это пребывание в заключении изменило его отношение к жизни. Вот эта первая часть, которая была закончена, она была исполнена, потом ее показали в консерватории, когда он поступал. Хорошая музыка, но она слишком оптимистична. Это музыка о родном крае, с его красотой, с его историей. И вот эта гармоничность замысла, видимо, пропала. Он больше не написал. Вот так первая часть и осталась. Ее называют поэмой сейчас. Наш оркестр играл, наверное, записал даже Борис Николаевич с оркестром. Это, значит, поэму для симфонического оркестра. И вот после этого даже в консерватории беспокоились. Степан Максимович Максимов, который заменил Лескова на месте директора, приехал он из Москвы и говорил: ну ничего, Геннадий год-другой в деревне поработает, все забудется. Вот. Но спас положение тот же Лившиц, который в 1934 году был и писал о нем. Он приехал на 15-летие чувашской автономии в 1935 году, как раз вот летом происходит это. И, значит, он защитил выпускника, им вот Лившицу удалось, естественно, московский представитель, он чуть ли не политкомиссар из Москвы приехал сюда, встретился, конечно, с руководством республики и сказал, что этому мальчику надо учиться. Вот. Как там писали, познакомился с 4 молодыми композиторами, все 4 из Чуваш. Здесь нужно было выявить наиболее одаренных для посылки в Московскую консерваторию, продолжить свое образование. Выявили Геннадия Воробьева, рекомендовали. Ну, естественно, вот талант есть талант. И вот Геннадий Воробьев в 1935 году показал свои сочинения, и его приняли на первый курс композиторского отделения в консерватории в Москве. Но это надо, чтобы понять, надо оценить. Дело в том, что он не единственный, кто поступал в консерваторию, но выпускники Чувашского музыкального техникума все-таки были слабо подготовлены. Я не о Геннадии говорю. Филипп Миронович Лукин, который одновременно поехал, его приняли только на, значит, подготовительное отделение. Потом он уже перевелся в консерваторию. Хирбю, который тоже, значит, поехал в Ленинград в консерваторию, его приняли на рабфак. Пару лет поучился, потом уже можешь в консерваторию. Геннадий, что называется, беспрепятственно прошел, несмотря на то, что на него там, видимо, и дело было, но его просто поддержали и защитили. В данном случае талант стал защитой. Не всегда это бывает, но вот у Геннадия так получилось. И «Красная Чувашия» сообщила, что профессор Летинский, вот это его новый учитель, у него потом и Ходяшев учился, значит, сказал: товарищ Воробьев произвел сильное впечатление на членов испытательной комиссии своей талантливостью. Какой-то особой свежестью, непосредственностью и простотой веет от первых произведений товарища Воробьева. Детская сюита, он сыграл сам, обработки ряда народных чувашских песен. Вот профессор Летинский. Вот. И Летинский сразу поставил перед ним сложные задачи. Конечно, он от народной песни его не отвращал, но поручил ему, значит, сочинять уже в сонатной форме, сонатные циклы. Для начала это была фортепианная сонатина. Ну, сонатина бывает детская, там на одной страничке музыки, знаете, это тоже для музыкальной школы. Эта сонатина в 4 частях выросла, настоящая соната, конечно, большая. У нас играет, значит, Цаприко, наша пианистка, и, значит, прекрасно играет, и даже есть запись. Мы сейчас не будем на ней останавливаться, потому что следующее задание Летинский дал еще сложнее – сонату для 2 инструментов, для скрипки и фортепиано. Это вступление первой части.
Так, вот это фрагмент начала первой части. Как видите, вот впервые мы слышим уже не пьеску с какими-то интересными образами, шутками, играми. Это вполне уже такой зрелый тематизм, новый для Геннадия Воробьева. Значит, вот эти темы, этому учил Летинский его, значит, были способны стать источником целого напряжения, чтобы развернуть, большая трехчастная композиция, которая полчаса звучит. Вот это напряжение в теме уже слышит некий монументализм. Лично мне напоминает немного скрипичный концерт Арама Хачатуряна, который где-то вот в конце 30-х годов тоже появляется. Красота родного края, родной страны в монументальном таком преломлении. Немножко, мне кажется, запись не дает вот полноты звучания, но на самом деле при хорошей интерпретации мы услышим этот монументализм. И вот лирическая тема, вторая побочная, это вот на следующем кадре, пожалуйста. Значит, она другой тип мелодизма уже дает. Ну и вот на контрасте этих двух тем разворачивается вся первая часть, потом, значит, скерцо и финал. Я думаю, что у вас будет возможность послушать, но сейчас мы должны уже переходить к следующему. Он не оставлял работу и над обработками народных песен, но они уже такой более серьезный, более монументальный тоже, значит, вид. И там появляется вот что. То, что можно было в музыке сонаты услышать, диалог инструмента одного и второго. Одно дело, значит, рояль исполняет эту тему, потом скрипка. И между ними происходит такое взаимодействие. Вот. В обработках теперь у Геннадия Воробьева появляется диалог между народной песней, которую он не изменяет, какая есть в записи, и инструментальной партией, которая свой образ дает, дополняет, и произведение уже не ограничивается тем, что содержится в фольклоре. Вот во вступлении «Лобос-лобос, Юр Севать» звучала песня. Сейчас мы ее не будем повторно слушать, но я хочу обратить внимание, тоже проблема сложности жизни. То есть, если перевести просто тот куплет, что звучал в начале, «Тихо-тихо падает снег», ветви ели пригибает, падает. «Сямрак хойги, йивар хойги», значит, с юности горе, тяжелое горе, пригибает поднятую голову. Вот. Казер, кто, поймите, это, можно сказать, такой философский взгляд на человеческую душу
И не случайно Геннадий берет такую тему и такую, значит, сложную там инструментальную партию. Давайте мы послушаем следующее. Это «Омарткая квизеть», не менее сложная и не менее проблемная обработка. Летит орел. Не фольклорный образ, это чисто авторская музыка. Голос самого композитора после фольклорной темы. Портрет Мясковского. Почему я сюда вставил Мясковского? Дело в том, что и Летинскому в Москве не сладко было. В 1937 году, вот когда Геннадий окончил второй курс, отлично все, Летинский пострадал от репрессий уже в Москве, вернее так, арестовали его жену Летинского, и он стал членом семьи врага народа. Его отстранили от преподавания профессора. Значит, и он не работал больше в консерватории, а Геннадия взял к себе Мясковский. Вот поэтому здесь портрет Мясковского. И уже в классе Мясковского он заканчивал 4-й курс.
начал писать симфонию. Но о симфонии сегодня мы уже не успеем говорить. Я вам просто завершу повествование о его кратком жизненном пути. Что же случилось? В 1939 году он сдал не государственный еще, просто экзамен курсовой. Московский поставил отлично. Кстати, первый экзамен, который он сдавал, он хорошо ему поставил, потому что взял молодого человека и это очень строго, значит, с ним занимался. Но здесь он получил отлично и поехал домой в Чебоксары. Что же было в Чебоксарах? Это в июне. А в августе одно из писем Василия Петровича Воробьева, он знакомый пишет, озабоченно, скрывает тревогу за шуткой. К мамашиной болезни, то есть болела его мать, то есть его жена Василия Петровича, мать Геннадия. К мамашиной болезни еще один плюс. Гена сегодня имеет большое, шутка, антисоциалистическое накопление. Температура в 2 часа утра утром 39,4. Вот отец сообщает. 12 августа Геннадия положили в стационар. Мать в это время была в больнице тоже. Отец в другом письме сообщает. 24 августа, видите, как вот с начала августа идет процесс. 24 августа я получил разрешение посмотреть сына. Надел халат, вхожу. Гена не узнает. Мое сознание в этом меня убедило. Созываю врачей. Положение чрезвычайно серьезное. Спрашиваю врача, точно ли ясен процесс болезни. Был брюшной тиф. Это тогда обычное дело было здесь у нас. Не нужна ли вам помощь квалифицированного профессора? Врач. Конечно, мне легче будет, совесть моя не будет меня мучить. А все же о тяжелом, безнадежном состоянии мне врач не сказал. После семейного совета послали телеграмму к товарищу Сталину об оказании медицинской помощи. Сталин великий, он же и простой, самый дорогой для нас, как отец. Не постеснялись, послали телеграмму. Потом я уже не из этого письма, а из рассказа Августы Васильевны, то есть младшей сестры, она медик. Что она мне рассказала, это моя запись. У Геннадия получилось прободение кишечника. Тогда и послали правительственную телеграмму, вот, к Сталину. Прилетел самолет санавиации из Москвы. Московский специалист осмотрел Геннадия и сказал, состояние такое, что если мальчика оперировать, он не встанет с хирургического стола, лучше не трогать. Вот это конец августа. Он должен ехать на 5-й курс. Ну, очень интересные детали, потому что я уже тогда, когда писал книгу, много расспрашивал, рассказывали. Петр Николаевич Осипов, известный драматург, врач, музыкант. Он приехал в Чебоксары 31 августа 1939 года на пристани. Договорились с Геннадием, что он встретит, студент встретит, потому что они будут работать над либретто оперы «Айдар». Была задумана опера. Никто не встретил. Осипов увидел кого-то знакомого, спросил, не видел ли он здесь молодого Воробьева. А ему сказали, вон, хоронят его. Вот эта фотография похорон. Ну вот, собственно говоря, на сегодня я хочу повествование закончить тем. Да, он писал о Московскую симфонию, сегодня не будем ее трогать, потому что это отдельная проблема и отдельный большой разговор, если удастся. А творчество Геннадия Воробьева, вот этого самого мальчика, вот одна из последних его фотографий, это
образец высокого искусства, не местного, не чебоксарского, не национального, просто высокого искусства, советского. И это я могу подтверждать многими фактами потом, уже после его кончины, что было и что продолжается. Вот. Это синтез начал европейских, русской вот школы, московской школы, с национальным, который сознательно осуществляли, ну, начал когда-то Михаил Иванович Глинка, известное это дело, вот. И другие великие представители чешской, польской, норвежской, венгерской, болгарской и так далее школ, так сказать, второй волны. Самые старинные – это Италия, Испания, Франция, Германия попозже, и вот, значит, Восточная Европа присоединилась, а теперь Поволжье присоединилась. Геннадий был, наверное, самым талантливым из всех вот Поволжья. Литинский очень аккуратно говорил об этом, потом уже выделяя Геннадия Воробьева. Геннадий, обучаясь в консерватории, решал задачи по гармонии для Назиба Жиганова. Тот такой же молодой человек был, учился рядышком, он ему помогал, потому что у Геннадия это было так, как семечки щелкать. Вот. А тот деревенский парень был, Назиб Гаязович. Во всяком случае, это рассказывали, и в Казани в том числе это знают. Вот. Он, конечно, был счастлив в свое время и в счастливых обстоятельствах находился. Ну, лучшие педагоги, лучшие музыканты Чувашии, лучшие педагоги консерватории. Вот. Его исполняли, его играли. Но вот те проблемы, с которыми он сталкивался, значит, вот любовь неудачная, вот тюрьма, вот ситуация с профессором Литинским, это же на глазах студента. Нигде это не комментируется никак, но надо же понимать, вот здесь при нем происходило это. И вот когда слушаешь даже вот эти обработки, которые, вот, ну, самые последние, откуда у него-то? 20 лет парню, вот эта мудрость, которую он ощутил в старинной песне, и сделал диалог этой песни, что там в инструментальной партии, еще раз вот вдумайтесь, это зрелый человек, понимающий уже некие глубины жизни. Симфонию, вот если будем слушать когда-нибудь, там есть такие страницы, что, я бы сказал, напоминают Шостаковича. Вот из Пятой симфонии я буквально точки находил соприкосновения, потому что Пятая симфония Шостаковича как раз при нем в Москве в консерватории исполнялась. Мясковский написал, да, это гениально. В дневнике написал себе, про себя. И студентов наверняка водил на это. И Геннадий как раз работает над этим произведением. И вот когда нечто такое слышишь в музыке, надо внимательно слушать, думаешь, это Божий дар. И это, конечно, было громадной перспективой, но не реализовалось. Судьба, не судьба. И поэтому я хочу закончить вот следующим, вот последний номер. Он был жизнерадостный, веселый. Это современная запись. Ой, милый чодигат, Керде предсегилде мершагда ялын херезен, Чул юзамадук самыр хайрай-яй-яй-яй. Ой, хадер, той хадер, Хомыр хадер боламазан, той си хадер боласюк, хайрай-яй-яй-яй. Ял ялынде яш малда, Хомыр ялда хом малда, Шагыды ялда хыр малда, Хомыр ялда хом малда, хайрай-яй-яй-яй. Ой, милый чодигат, Керде предсегилде мершагда ялын херезен, Чул юзамад. Ну, хотя бы отрывок.
Вот представьте себе, кстати, для баяна он не писал. Это вот Мефодий Иванович, когда записывал в последние годы своей жизни, видимо, воспользовался концертмейстером-баянистом. Это для рояля, конечно, сделано. А рояльные его вот эти фактура, партия инструментальная, конечно, так просится на оркестр. Но это дело будущего. Я как-то надеюсь, что, во-первых, вокалисты, поднимите руки. Кто у нас тут вокалисты? Раз, два, три, четыре. Познакомьтесь вот с этим томом «Вокальная музыка». Здесь простенькие детские вещи есть. Здесь есть вот такие веселые обработки и трагические. Инструменталисты кто у нас? Есть тоже. У него для фортепиано, для скрипки, для квартета, для оркестра. Забыли в наше время. Когда я учился в музыкальном училище, все время играли его «Праздник в колхозе». Сейчас не слышу. Сейчас, слава Богу. Кто сейчас играет? У Потаповой, наверное, да? Вот. Вы знаете, то, что мы издали, это было постановление правительства еще в советское время, что надо издать собрание сочинений этого композитора. Удалось недавно только закончить, слава Богу, это не 100%, но это 90% его музыки. Это означает, что это должно жить. Вся надежда на вас, на тех, кто будет петь, играть, исполнять и учить других, что эта музыка, она из породы тех произведений, которые должны жить вечно. Это классика. Это наша классика. Ну, издавали его в Москве, исполняли в Москве, но это в следующий раз расскажу. Все, спасибо. Если есть вопросы, могу дополнить что-нибудь. Спасибо. Я тоже, наверное, два слова скажу. Спасибо вам огромное, Михаил Григорьевич, за такую познавательную, конструктивную, очень интересную, да, ребята, лекцию. Давайте еще раз поаплодируем. Это действительно... Надеемся, еще будет продолжение лекции, потому что сегодня, хотя и мало прожил, но очень малый час. Это... Багаж у него большой. Да, багаж большой, поэтому мы приглашаем на следующие лекции. Информация будет всегда на сайте нашей библиотеки. Спасибо еще огромное, Михаил Григорьевич, вам за преданность вашей профессии, за научный вклад. И, конечно же, мы желаем вам благополучия, процветания, здоровья и новых научных достижений. Спасибо. Всего доброго, до встречи.